Йоу-йоу, всем привет! Кокраш на связи. Сегодня мы пробуем корейское пивко и двигаемся по южнокорейской теме. Оказывается, Касов, это самое известное корейское пиво, существует больше, чем один вид. У меня сейчас 3 вида, я уверен, что их существует гораздо больше. И еще я взял себе сосиску в тесте по-корейски, которая называется корн-дог. Я очень голодный, и поэтому я первым делом начну кушать ее. Угу. Вкусняха. Также я взял какие-то чипсоны под закусочку. Ну, уже больше года, больше 2 лет я не пробовал кас. У нас в городе Якутске его не продают сейчас. И я начну с классического. Ну-ка заценим, тот ли это вкус. Да, тот самый вкус. Ностальгия. Я когда скучаю по Южной Корее, я всегда беру кас. Кас фреш. Я взял маленькую бутылочку, специально чтобы не напиться. Потому что этот кас я пробовал, я знаю его вкус. Мне больше всего интересен кас Red и кас White. Как же хорошо. Отдых, релакс. Кушаешь корн-дог. Пробуешь разные прикольные корейские приколюхи из CU. Так, заценим сейчас чипсики. А, как вкусно, как. Пахнет сыром. Какая вкусняха. Смотрите, вот так выглядят они. Как макароны. Как вкусно. Какая вкусняха. И еще корн-дог сейчас откусим. Угу. Чисто импортное пиво. Все на английском и на корейском. Написано еще Koreans №1 бир. №1 пиво в Корее. Я его попробовал примерно 10 лет назад, когда впервые отправился в Сеул. Эх, было замечательное время. Когда брейк-данс в Якутске еще был популярен, наши бибои отправились на соревнования в страну утренней свежести. И они попросили меня, как журналиста, я тогда работал корреспондентом, они написали директору, попросили, вот, нам нужен Кокраш, потому что Кокраш, во-первых, журналист, во-вторых, он брейкер, он знает, как писать, знает, про что писать. Все, меня отпустили, дали фотоаппарат Canon профессиональный. И я поехал с местными якутскими брейкерами впервые за границу, вы представляете? Мы приехали в Сеул, в аэропорт, через Пекин летели. Выходим, мы из аэропорта сели на метро, проехались. И выходим из метро, и я смотрю, небоскребы, центр Сеула, огромный мегаполис. И я тогда офигел, думаю, вау, как классно, как необычно, как в сказке. Вот, ну, мы там тренировались с танцорами брейк-данса. Сначала в Сеуле, потом поехали в Пусан. И как раз пили это пиво кас. Можно сейчас пивко хуярить, качаться. Я помню, как ребята меня представляли корейским танцором, говорили, This is a Cockroach, ex-breaker. И вот, представляли меня бывшим брейкером. Еще 10 лет назад. А я до сих пор не могу смириться с тем, что я бывший брейкер. Но я считаю себя действующим брейкером. Для меня вот услышать такое то же самое, что сказать, вот Кокраш, бывший рэпер. Хотя я раз в месяц выпускаю по треку. Сейчас я вам объясню, почему я
не бывший танцор брейкданса, потому что я умею делать все те элементы, которые исполнял 10, 15, 20 лет назад. Я просто сейчас не танцую и не тренируюсь, но я все умею. Я могу сделать флайер, могу сделать гелика, могу краба на руке попрыгать, могу даже на голове крутануться. Без проблем. Да, я стал толстый, не выхожу там батлиться, но я умею танцевать брейкданс, поэтому я действующий бибой, you know? И даже когда меня приглашают журить иногда танцевальные фестивали, представляют, говорят, это Кокраш, лидер группы Муравейник, бывший брейкер. Я такой, о, no, почему бывший, почему бывший? Надеюсь, про меня никогда не скажут, что я бывший рэпер. Вот если вы хотите меня задеть, назовите меня бывшим рэпером, скажите, вот, Кокраш из Муравейник, да, бывший рэпер. Вот, и тогда я оскорблюсь, впаду в депрессию, мне станет плохо, и я буду страдать. Ну что, я уже допиваю баночку и приступаем к следующему. Я думаю, будем пить white. Почему? Потому что white, я посмотрел по градусам, 4,5, а red, там градусов чуть-чуть поболее. Ну-ка, сколько там? 6,9. Представляете, 6,9 градусов. О-хо-хо-хо. Если я сейчас выпью red, то я понижу градус. Потом выпью white и меня разнесет. Я буду синючий в хламину. Посмотрела предыдущий блок видео. Какой-то я там душный сижу. Жалуюсь, что меня брейкером не считают. Все, пришло время пить white. Ну-ка, открываем. О, аж дым выходит. Вот такая красота. Сейчас я ее попробую. Ну-ка, сейчас я закину с чипсонами, чтобы сбить вкус классического касса. Все, вкус сбит. Можно пробовать. Вы готовы? Я готов. Приступаем к дегустации. Вообще необычный. Вообще прямо не похожий на предыдущий. Похоже на нефильтрованное пиво. Как будто Хугарден пью. Угу. Да, очень вкусно. Очень вкусно. Кайфец. Обожаю. Хотелось бы продолжить рассказывать про свою поездку в Пусан. Кас пробивает меня на приятные воспоминания. Уже в Пусане я начал сходить с ума, потому что это была моя первая поездка, первая зарубежная поездка. Я до этого никуда вообще не ездил. Я жил в Якутске, ездил максимум в Татинский Улус, в Амгу выступать, в Покровск и все, и в Жатай. И тут я еду в Сеул, представляете? Все на корейском языке. Мои друзья знают английский, брейкеры. Они постоянно туда ездили, тренировались. В общем, брейкеры, они на своей бибойской волне. Разговаривают на английском языке, на корейском. Прямо увлеченные максимально в процесс. А я по большей части рэпер. Мне интересен рэп-движ. Я пытаюсь общаться с корейскими бибоями за рэпчик. Они говорят, да, мы рэперы, мы обожаем рэп. Трек Deleted People огонь. Grandmaster Flash крутой. Cool Herc, батя хип-хопа. Там мы танцуем под фанк, под Cool and the Gang, под Джеймс Брауна. То есть они вообще по фанку шарят. По рэпу 80-х шарят. Но они не слушают Тупака, Бигги, рэп 90-х. И Виз Калифу там не знают. Асап Роки там и так далее. Ну, знают, но они их особо не слушают, потому что они бибои, носители культуры, танцуют под соул. Вот такие стильные ребята коллекционируют винил. В общем, по рэпу тоже так вот особо поговорить не получилось, потому что они слишком олдскульные ребята.
Они слишком реально 80-е. Я мало групп знаю из 80-х, потому что я рос на школе 90-х. Золотая эра хип-хопа. Вот этим рэпом я восхищаюсь. Ну и более-менее новую школу слушаю. В общем, главный организатор этой поездки был Dark из Stone Jungle Crew. И я к нему обратился с просьбой. Говорю, вот, ты же знаешь всех корейских брейкеров, они наверняка знакомы с рэперами. Можешь ли ты организовать встречу? Ну, попросил, давай зачитаем рэп. Мы с тобой на русском, а они на английском. Дарк заинтересовался. И через Готу, которого все в Якутске знают, он не раз приезжал на The North Face Battle. Как судья, просто как гость. Вот, Гота очень авторитетный рэпер в Пусане, брейкер в Пусане. И он нашел рэпера по имени Aspirity. Мы поехали к нему на студию. Вот, и записали трек под минус Прайма из группы Urban Rhyme. Big respect тебе за то, что ты предоставил такой классный биток. Этот трек есть на SoundClick, я его не загружал на площадке. Вы послушайте, оставьте комментарий, как вам этот тречок. Если он классный, я загружу на площадке, и можно будет слушать везде. Spotify, Apple Music, YouTube и так далее. Зацените трек на SoundCloud. Я сейчас включу кусочек. Новый мост, Россия, Южная Корея. Представляем вниманию новый трек. И именно в Пусане я понял, какие мне нравятся девушки. Я танцевал брейк-данс, весь вспотел, выхожу в коридор и хочу попить. И там у них стоял кулер. И стаканчики были какие-то непонятные. По-моему, они были даже не пластиковые, а были бумажные. Я что-то развернул, там что-то пытался нажимать на какие-то кнопочки. Я хотел холодную воду разбавить горячей, но что-то не получалось, там нужно было что-то нажать. И девочка подошла такая, говорит, я сейчас помогу тебе. Ну, по-английски, по-моему, либо по-корейски. Ну, я понял, что она хочет мне помочь. И она такая набрала воду. Идет такая ко мне. Обеими руками держит пластиковый этот пакет. И вот так вот мне прямо дает, как старшему, вот так вот нагинается. Прямо. Я такой подумал, ко мне никогда женщины так не относились. Я сразу же влюбился в нее, подумал, как так, какие прекрасные. Какой классный менталитет все-таки корейский. Я никогда не забуду этот момент. Так вот, не будем отвлекаться, окей? Потом мы пошли со студии. Или мы на студию шли, но в общем там был движ прямо на улице. Ребята читали рэп. Йоу, what's up? Это рэперы Пусана. Я такой смотрю, вау, круто. Наши брейкеры залетают в круги, танцуют брейк-данс. Но в общем так получилось, что я ничего не понимал. Там все по-английски говорили, все по-корейски. Мне просто вручают микрофон, говорят, иди читай. А я понял, что чисто вот флешку передал с минусами и все. И я выхожу на сцену, ничего не понимаю. Говорю, йоу, респект, пис, камон, какие слова знаю, я их всех высказал. И зачитал рэп. И меня так поддержали корейцы, я так офигел. Я сейчас этот видос постараюсь найти и тоже вставить его. Я скоро выхожу. Ни пуха, ни пера, ни ноги, ни кола. 오케이. 여러분 오늘 정말 잘 오신 겁니다. 박수 한번 주세요. 네. Hello, I'm from Russia. I don't speak English. I don't speak Korean. I speak Russian. Okay. Я буду читать по-русски. Диджей, включи музыку, пожалуйста. Диджей. Классик хип-хоп, классик рэп. Я очень волнуюсь, покажите меня, ребята. Oh, it's good. It's good. Okay. Cool. Thank you. Я закрываю глаза и вижу пентаграмму. Она
Сжигает опять мою карму, но лечит раны, вселяет силы, строит планы. И правда перенаправляет на термин прана. Передо мной одна основная идея, и с ней боль. I'm operator. Разум в плену иллюзий, паук моей паутине плетет новый узел. Ступаю на берега, проект вселенной. Одна ментальное тело меняет свой оттенок. Каждая мысль теперь приобретает форму, и голова начинает работать больше нормы. Вся материя становится похожа на камень, и я как дерево в корне в почву упустил ногами. Фокусировка на эпицентр белого света. Там мой дух впитал энергию планеты. Thank you. Все, я допиваю Cass White, сбиваю вкус чипсонами, сырным вкусом. Кстати, был период, когда я учил корейский язык. Я мог даже читать, только я не понимал смысл слов. У них же это не иероглифы, это буквы. Я запомнил, там меньше букв гораздо, чем в российском, в русском алфавите. И я мог читать. И здесь что-то написано. Я уже забыл. Ашибаль. Касаки. Роша. Сарамида. Чинча импуда. Шинчон. Ну что, ребята, поехали. Касбир. Красное пиво. Написано премиум, хайт, алкоголь. Высокий премиальный пивас. Кас. 6,9 градусов. О, сейчас меня разнесет. Сейчас будет столько откровений. Ну-ка. О, нифига, он крепкий. Слушай, ну он крепкий и в то же время мягкий. Ну не как, конечно, Балтика девятка, да? Не как Балтика девятка, конечно. Ну как охота крепкая, наверное. Не знаю, нифига крепкая. Ё-моё, 6,9 градусов. Я прямо офигел. Не, что-то жесткое. Что-то жестко крепкое. Я такое особо не очень пью. Вкус пива богатый, приятный, гармоничный, сбалансированный, питкий, освежающий, с мягкой текстурой, умеренной карбонизацией. Если вы подумали, что я знаю такие умные слова, вы ошибаетесь, потому что я это читал с монитора. Нашел описание, единственное описание на русском языке, пиво Cass Red. С этим всем я не соглашусь. С какой мягкой текстурой, вы что? Это что-то между Балтикой девяткой и охотой крепкое. В общем, когда мы вернулись в Сеул из Пусана, ребята с еще большим воодушевлением разговаривали на английском и корейском языках. Там одного пацана взяли в корейскую команду. Представляете, нашего якутского братишку взяли в корейскую команду. Вот это уровень, да? У них первый баттл был в Сеуле, второй в Пусане. И говорят, все, едем на третий баттл в Джинджер. Я такой, какой Джинджер? Я не знаю, что это такое. Мне плохо, я с ума схожу. Я болею. Пожалуйста, оставьте меня в Сеуле. Они так посмотрели на меня. Да, Кокраш не в хорошей форме. Ладно, оставайся, братишка, мы приедем через 3 дня. И мне очень важно было полежать одному, поспать, собраться мыслями. Вот, что я и делал ровно 1 день. Я впервые остался в незнакомой стране один. Без знания языка, культуры и так далее. У меня были бабки, по-моему, воны южнокорейские. Ну да, я же в Корее был. Или я карточкой платил, или кэшем, я не помню. В общем, я пошел, я проголодался, я понял, что мне нужно пойти и купить себе пищу. Я отправился в Макдоналдс. Иду такой, оп-оп, и не знаю, как купить. Представляете, я же не знаю языка. Гамбургер, чизбургер. О, я знаю эти слова. Подхожу, говорю, please, hello. Мне, пожалуйста, 1 чизбургер. Он такой, чизбургер, yes, nice. Окей. Потом он спрашивает, что вы будете пить?
tea or coffee? И я такой говорю, ага, что, ага, tea это чай, кофе это кофе. Кофе. И он задает какие-то вопросы мне, капучино, латте, американо. И я такой, ага, что-то, американо знаю, американо. И потом он последний вопрос задает, на котором я просто растерялся. И что-то он спросил там, что-то sugar. И я вспоминаю, что sugar это сахар. И он спрашивает, сколько кубиков сахара? Я говорю, что-то one. Он такой, что-то там, 1 кубик? Я говорю, no, two. И он что-то сам запутался. И в итоге мне продали просто 2 капучино, 2 американо без сахара. Я еще картошку покупал. И говорю, please potato. Он вообще не понимает, что это такое. У них картошка это free, просто free. И я что-то там смотрю, показываю ему на картинку. Free, yes. И спрашивает у меня, что вам нужно. Small, middle или large. Типа маленький, средний или большой размер картошки. Но я не помню, я что-то сказал ему. Он окей. Я что-то без кетчупа даже это все кушал, но зато я купил сам еду и поел. Вот такой вот был экспириенс у меня. И после этого я начал самостоятельно изучать язык. Прямо в этот же день ходить, общаться. Уже захожу в Макдональдс и говорю, hey bro, cheeseburger, yes, coffee, yes, sugar, two sugar. Картошку говорю, free, and ketchup, tomato ketchup. И все, и у меня начало получаться, я начал покупать сам себе еду, и я начал прокачиваться. Я вдохновился тем, что могу двигаться один. И каким-то образом, то ли на встрече с земляками, то ли где-то я познакомился с 2 девчонками из Якутии, Карина и Наташа. И мы с ней встретились, они приехали, по-моему, ко мне в хостел. И мы, у меня день рождения же было, точно! Все уехали брейкеры, а у меня был день рождения, и они приехали поздравлять меня с днюхой. Да. Мы же стукнулись где-то в Фейсбуке, и они решили сделать мне сюрприз. Там есть хавка такая вкусная, сладкая. Пэрис или Париж. Мне торт подарили. Да, мне подарили. Они пришли ко мне в хостел с тортом, и мы съели весь этот торт и пошли гулять. И я говорю, я рэпер вообще-то. Я не только брейкер, you know? И я хочу рэп зачитать. Может быть, у вас есть на примете какие-нибудь девчонки там? И одна говорит, типа, я в караоке однажды слышала там одну девчонку, мы с ней обменялись контактами, ее зовут Ная Кристина Кан. Я, вау, круто. И у меня уже был биток. Сэмпл я, конечно, тоже у MJ одолжил. Вот, сделал свой бит. И все. И мы пошли, встретились с этой Кристиной. Вот. Она говорит, классный минус, давай зачитаем. Я ей зачитал свой текст на русском. Там было 2 куплета полноценных. И Кристина Кан быстро написала припев. Мы искали там всякие YG Entertainment, там всякие корейские, кей-поперские студии, и нам везде отказывали. И только один братишка сказал, типа, я не как организация двигаюсь, у меня есть своя частная студия, вы можете пойти ко мне. И мы приехали к нему, мы спустились там на 0-й этаж, куда-то прошли, там слева барабаны пишут, справа бас-гитары пишут, там где-то еще вокал, там фортепиано, там целый оркестр, и мы идем, еще потом на этаж ниже опускаемся, и там студия, там пульт, как вот этих американских студиях, там все, фейдеры, там, короче, все круто, как полагается. И мы начали записываться, и это начинающая певица была, кей-поп певица Ная Кристина Кан. Я недавно, когда заливал этот трек на площадке, гуглил, хотел узнать, она стала популярной, нет. Ее имени больше, нигде не упоминается. Вот. Но тогда она подавала огромные надежды, и она уже тогда двигалась с неким корейским лейблом, и она со мной записалась. Вот, и мы сделали крутой трек. Я, кстати, его сейчас, может быть, прикреплю, если вам интересно. Это пожар, давай гореть в этом огне. 이런 느낌 처음이야 가슴이 터질 것만 같아 내 모든 걸 다 주워도 좋을 것만 같은데 너는 어떨까. И это еще не все. Мало того, что я записал трек, я снял клип. У меня же была камера, которую я взял для брейкеров.
Брейкеры хотели ее одолжить, но я говорю, нет, это рабочая камера, не могу, извините, пожалуйста. И за 3 дня отсутствия, то есть я один день отлеживался, второй день я писал текст, записывал, и на третий день я снимал клип, я просто за сутки снял клип. Я его тоже прикреплю. Но девочка Кристина Кан, она отказалась сниматься, сказала, лейбл ей не разрешает, там нужен дополнительный контракт, нужно дополнительные бабки платить, а за трек, за запись с ней я отвалил очень много бабок. Просто по тем временам это, ну, наверное, 1000 рублей. Представляете, кэсов за один трек. Ну вот я был фанатиком, да? Сейчас бы мне вот эти амбиции, я бы, мне кажется, мог бы очень многое сделать в Монголии. Хотя это просто отговорки. Надо стараться. У меня есть мечта, на самом деле, записаться с монгольским рэпером. Из всех монгольских рэперов мне нравится Big G. Я просто обожаю его рэп. Он читает как Тупак. Его стиль мощный. Я слушаю любой его трек, просто он там выносит мозг. Такой кач, я офигеваю. И мне нравится то, что он еще, у него есть своя какая-то идеология, структурированность некая. Он выступает против Аргы, против Курева. Как я слышал. Вот. Ну, крутой чувак, мне он очень нравится. Я думал, может быть, я смогу с ним познакомиться. У него 2 года назад была своя пиццерия, я думал прийти в пиццерию, пожать ему руку. Тем более он разговаривает по-русски, на русском языке. Но я посмотрел его Instagram, и он, оказывается, улетел в Лондон, в Великобританию, сейчас путешествует со своей женой, семьей и так далее. А до этого, кстати, я смотрел его Instagram, сюда, в Улан-Батор, приезжал крутейший рэпер Кореи, Deep Flow. О, я как раз 10 лет назад, когда вот побывал в Корее, я услышал этого Deep Flow, я подсел. Он тоже как Тупак читает, реально. Они вместе встретились тут и тусили. Возможно, какой-то совместный трек записали, я не знаю. Но это 2 крутых персонажа, с которыми я реально мечтаю записаться. Вот когда у меня будет дофига бабла, я буду путешествовать по миру, у меня будет своя студия, у меня будет все. Я тогда по-любому им предложу тречок, фиток, клип и так далее. Мне братишка звонил из Иркутска, он сам монгол, у него тут друзья, родственники живут, и он рассказал, что сейчас билеты не такие дорогие из Монголии в Южную Корею, и его друзья недавно поехали на выходные туда просто, и говорит, братан, ты же рядом, что ты съезди. И я такой задумался, блин, типа пивко пью корейское, такая ностальгия. Купить билеты, что ли, поехать в Корею. Не, ну у меня планы на самом деле, я хочу в Китай. Ну не сам Китай, сам Китай, конечно, но во внутреннюю Монголию. Китайскую Монголию. Овор Монголия называется. Или Инер Монголия. Там в 2 раза больше монголов проживает, чем в Улан-Баторе. Тоже интересно посмотреть хотелось бы. Ну я не знаю, может получится, не получится. Сейчас мне главное получить визу США. Завтра у меня собеседование, а я пью, приду к консулу, такой опухший весь. Мне, пожалуйста, визу оформите. Не, надеюсь, такого не будет. Надеюсь, я просто выпью эту баночку и лягу спать, и все, и высплюсь как следует. Фух. Вообще путешествовать это круто, я скажу вам. И я хотел бы сейчас поднять тост за то, чтобы каждый из вас, кто смотрит это видео, отправился в ту страну, о которой он мечтает, о которой он думает, чтобы все у вас получилось. Бэнг! За вас, ребята. Все ссылки на трек в Пусане с рэперами, на свое живое выступление, на свой клип я оставлю в описании. Вы сможете посмотреть, либо здесь будет какая-то заставочка, subscribe, типа подписаться. Здесь будет смотреть видео, и я, наверное, сюда клип воткну свой старый.